Выпускные вечера в Туве отменили из-за сложной эпидобстановки. Так, церемонию вручения аттестатов при благоприятных погодных условиях рекомендовано проводить преимущественно на открытом воздухе с участием не более 2 параллельных классов. На торжественных мероприятиях допускается участие одного из родителей при условии наличия полного комплекса вакцинации, либо отрицательного теста на COVID-19, сделанного не ранее, чем за 72 часа до мероприятия. 19 июня у нас прошли мероприятия в 9 классах, торжественное вручение аттестатов. 26 июня запланированы торжественные мероприятия по вручению аттестатов за среднее полное общее образование 11 классов. В этом году в связи с усложнением санитарно-эпидемиологических требований будут проходить торжественные мероприятия с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Организаторы мероприятия обязательно должны использовать средства индивидуальной защиты, которые необходимо менять каждые 2 часа. Также строго соблюдать безопасную социальную дистанцию между классными коллективами. Также в это время будут проходить рейдовые мероприятия. С 9 до 11 часов будут проходить рейды. Это педагогов школ, родительского патруля. Ну а также и департамент по образованию тоже будет участвовать в этом, в рейдовой группе. Все эти мероприятия, они проводятся с целью сохранения здоровья наших выпускников, для того, чтобы здоровыми, крепкими они поехали поступать в высшие учебные заведения и смогли реализовать свою мечту. При входе в школу должен быть организован входной фильтр с помощью бесконтактного термометра и пункта бесконтактной обработки рук кожным антисептиком. Помещения должны быть продезинфицированы. Их рекомендовано проветривать каждые 2 часа работы. Выпускные. Очень жалко, что мы уже 2-й год подряд не можем полноценно провести выпускной вечер со всеми нашими традициями, с поздравлениями, с подготовкой красивых номеров, с торжественным вручением аттестатов, с красивыми платьями, с веселой музыкой. Но что делать? Дело в том, что при всем желании, учитывая особенности проведения выпускных, мы не можем 100% соблюсти все меры предосторожности при коронавирусной инфекции. Потому что это и поздравления, это общение, это когда дети будут общаться друг с другом не только внутри одного класса, но и между классами. Наша съемочная группа решила поинтересоваться у жителей и школьников Тувы, как они относятся к тому, что выпускные вечера у школьников, которые бывают только раз в жизни, отменили. Как вы относитесь к тому, что отменили школьные выпускные? В большей степени позитивно, потому что из-за того, что у нас в регионе довольно сильно не соблюдают коронавирусные ограничения, то у нас школьники же еще в основном как раз таки не соблюдают эти ограничения, так как не понимают большинство проблем от коронавируса. И поэтому я думаю, что вполне себе целесообразно это отменять подобные мероприятия. У нас тоже не было торжественного выпускного. У нас выпускного не было, так как сказали, что вот ничего не будет, все отменили. Но мы очень расстроились, хотели хотя бы с классом куда-то сходить, но учитель запретил, сказали, все равно будут огромные штрафы, но мы очень расстроились. Лучше, конечно, чтобы это все было. Я бы сказала, что хорошо, что отменили, потому что заболеваемость растет. Ну, понять можно, пандемия же. Ну, вечера, по-моему, не надо отменить его. Это же один раз школу заканчивают люди. Конечно же, очень жаль, что у нас не будет выпускных вечеров. Очень хотелось надеть красивое платье, сделать красивую прическу, веселиться всю ночь в школе. Очень хотелось поздравить друг друга торжественно, родителей, поблагодарить учителей. Но, к сожалению, сделать это мы можем только онлайн. Я не вижу ничего страшного в том, что выпускные вечера отменили, потому что, учитывая сегодняшнюю ситуацию с коронавирусом, для нас в первую очередь нужно беречь свое здоровье, ведь впереди у нас очень важный период поступления в вузы, и для нас важно беречь здоровье и пройти успешно вступительные
испытания. Выпускной, я считаю, это один из важнейших моментов в становлении молодых людей. Это определенный этап, и он всегда сопровождается, он всегда остается в памяти. Поэтому я считаю, что надо было подумать, как это организовать, в каком месте, чтобы не было скопления народу. Ну, то есть какие-то есть же определенные нормы. Я считаю, что так. Поэтому желаю выпускникам держать руку крепко. Но так случилось, значит в жизни вы справились с очень большой задачей, таким первым таким испытанием. Но в жизни все остальное будет хорошо. И желаю всем вакцинироваться и укреплять иммунитет. Празднование в выпускных помещениях объектов общественного питания, в том числе кафе, барах, банкетных залах, ресторанах и ночных клубах, запрещено. Всего по республике в этом году 3227 выпускников. Инна Клоян, Владимир Сюртук, Чайхан Дангак, Ангар Оржак, Тува 24.